Я вспомнил одну историю, которую хочу с вами тоже поделиться. Коротенькая история о том, как 7-летний мальчишка, разговаривая с папой и мамой, сказал отцу: «Пап, можно в это воскресенье я поеду на дачу сам? Я так хочу почувствовать себя самостоятельным». Отец удивился и сказал: «Слушай, ну тебе же всего 7 лет, как же ты без отца и матери электричкой?» Он говорит: «Я помню все остановки, я знаю, где нужно садиться, я знаю, где нужно выходить, я знаю, где покупать билет. Пап, ну дай я почувствую себя взрослым». «Ты точно помнишь все остановки?» — говорит отец. «Да, пап, их 6. Я их всегда считал пальцами, когда мы ехали, я всегда загинал пальчик и знал, сколько остановок мы проезжали». «И ты помнишь, на какой тебе нужно выходить?» «Да, пап, я очень помню. Но я напишу тебе все равно записочку, если вдруг ты забудешь». И папа написал малышу маленькую записочку, дал ему в ручку, и тот положил себе в карман, и довольный и счастливый поехал на ЖД вокзал, чтобы сесть на электричку и поехать на дачу, как они обычно это делали, только что почувствовать себя самостоятельным. И когда он купил билетик и сел в электричку, на каждой остановке вдруг начало сходить все больше и больше народу. Кто-то с сумками, кто-то с торбами, кто-то с тележками, кто-то начал кричать: «Как тебе не стыдно, ты такой взрослый, сидишь здесь, когда старуха стоит рядом с тобой, а ну встань сейчас же, уступи женщине место». Мальчик начал нервничать, переживать. Тут пришел кондуктор, суматоха, он забыл загинать пальчики, сбился, на какой он остановке. Ему стало страшно. Подошел кондуктор, говорит: «А твой билет где?» Мальчик сунул руку в карман и не может найти билетик. Посмотрел везде, посмотрел в сумочку, которую ему дал папа, а билетика нигде нет. Потом вспомнил, что он положил его за часики в руку, и он достал билетик из этих часиков и дал кондуктору. «А что, сразу не мог вспомнить?» — сказал ему кондуктор. Малыш испугался еще больше. Потом люди начали кричать, кто выходит, кто заходит. Его толкали, потом сдавили так сильно, что ему стало страшно и больно. Никто его не замечал. Какая остановка, он не знает. Руки уже трусились. С глаз потекла слеза. Когда же выходить и где, он не знает. Помнит, что 6-я, а какая сейчас остановка, не помнит. И тут он вспомнил, что папа дал ему записку. Он положил ее в рубашечку, в кармашек себе, и он достал эту записку. Может быть, там написано, какая остановка, и он спросит, и он достает записку из кармана, разворачивает, а там написано: «Я в соседнем вагоне, папа». Дитё успокоилось, а папа уже заходит из соседнего вагона и говорит: «Испугался?» Он говорит: «Да, папа, как хорошо, когда папа с нами».